Владикавказ сегодня превратился в одну большую праздничную площадку. Мастер-классы, выставки, спортивные конкурсы, флешмобы и не только. Ко Дню Республики и города администрация Владикавказа подготовилась основательно. На набережной на улице Кисаева провели фестиваль осетинских пирогов, сыра и пива. Несмотря на непогоду, людей на празднике было много. Подробнее обо всем расскажет моя коллега Сабина Пелиева. Фестиваль осетинских пирогов уже традиционная часть праздничных мероприятий. Сегодня здесь каждый желающий сможет сам попробовать испечь пирог. Попробую и я. Поучаствовать на уже международном фестивале осетинских пирогов сюда приехали мастерицы не только из районов республики. Показали свое кулинарное умение конкурсанты из Южной Осетии и Турции. Но Нона Плиева принимает участие первый раз. Говорит, не приехать на праздник не могла. Ваш праздник – это наш праздник тоже. По России многие не знают, что означает 3 пирога. Первый пирог означает солнце. Там и бывают маленькие, это лучи бывают. Второй означает земля, а третий – вода. Победители фестиваля пирогов определили члены жюри. В тройку лучших вошли конкурсантки из Южной Осетии, Алагира и Владикавказа. Их наградили грамотами, медалями и ценными подарками. И я очень рад, что сегодня 20 конкурсанток лучших на земле женщин стояли во главу угла и смело, достойно, качественно, профессионально делали то, что, может быть, кто-то умеет лучше, но сегодня их здесь не было. И за это низкий им всем поклон. Здесь же фестиваль сыра. Это традиционный осетинский продукт, тут можно было найти на любой вкус. У участницы из Беслана Беллы Гудиевой есть свое небольшое молочное хозяйство. Так что сегодня она поделилась своей уникальной технологией приготовления сыра. Молоко подогреваю, потом заливаю, оставляю на полчаса. И вот получается результат сыра. Вот чаще бы делали такие фестивали. Мне очень понравилось. Я здесь первый раз. Тут же выставки ярмарки народных промыслов. Свои искусственные работы представили мастера Осетии. Самобытная культура предков осетин здесь буквально в каждом предмете. Я вот пытаюсь возродить ремесло моей бабули, Хостикоевой Надежды Алексеевны. Я привезла вот эти косынки. Вот эти. Это все мои работы. Это вот пейзажи осетинские и несколько моих книг. А вот о секретах кузнечного мастерства, металла и их обработки рассказал житель Владикавказа Марклен Цорьев. Кует заборы, ограды, столы, уличные фонари. А еще искусно выполненные мангалы, подсвечники, кресла-качалки. В художественной ковке металла главное, говорит Марклен, запастись терпением. Нагреваю железо в горне до определенной температуры. Для чего? Чтобы совершить с ним пластическую деформацию. Чтобы изменить в железе сущность, то бишь сделать вот из такого простого куска железа что-нибудь, что будет служить и работать человеку. Тематические площадки не пустили ни на минуту. Особый интерес у молодежи вызвал сварочный тренажер 3D виртуальной реальности «Солдаматик». Мастер производственного обучения Владикавказского горно-металлургического техникума Владимир Мурашко рассказывает, для практики такие тренажеры очень удобны. Он выдает все ошибки, правильность шва, укладки шва, то есть все дают ошибки. И также он оценивает все погрешности, которые совершены при сварке. Гостей в очередной раз порадовала выставка военной техники. Оркестр 19-й бригады подготовил концерт, исполнил любимые песни военных лет. Показательное выступление подготовила 100-я бригада Моздокского района. Пройти маршем приехали и суворовцы Северокавказского военного училища. День республики и день города, несмотря на ненастную погоду, у всех хорошее настроение, все с радостью готовы показать то, к чему мы готовились. Показ строевых приемов с оружием. Пожелание города оставаться таким же добрым, таким же величественным, таким же позитивным, как он есть сейчас. На площадке также действовал мобильный пункт «Военная служба по контракту», а для желающих угоститься настоящей армейской едой здесь развернули полевую кухню. Угощали кашей, гречкой и горячим чаем. Полевая кухня всегда молодцы, ребята. Дай Бог им здоровья, успехов во всем. Солдаты все равно есть такая категория, что надо благодарить, защитники Родины. А вот спортивная площадка футбола приняла юношей из разных районов республики. Для них погода сегодня не имела никакого значения, как и победа. Сегодня главным было участие. Сабина Пелиева, Сергей Дедикаев. Новости Осетии.